Ну а мы, спадарства, працягваем наше выданне і пагаворым пра абвінавачанні, што айчыннае міністэрства замежных справаў выставляе былому байцу спецпадраздзялення «Алмаз» Ігару Макару. Дазволю цытату прэсавага сакратара ведомства Анатоля Глаза. Насамрэч, гэты індывід нам даўно даволі знаёмы, таму мы з пэўным скепсісам назіралі за ўсёю валтузнёю, што раскруцілася вакол ягоных выказванняў. Канец цытаты. МЗС прыводзіць аўдыёзапіс, зроблены, як сцвярджаюць у беларускай амбасадзе ў Вільні, у размове нібыта паміж Макарам і работнікам пасольства гучыць прапанова інфармацыі афіцыйнаму Менску за вялізную суму грошай. Ігар Макар з намі на сувязі, вітаю вас. Да, здравствуйте. Спадар Ігар, ці сапраўды вы, гэты ваш голас, вы прысутнічалі ў гэтай амбасадзе, як пракаментуеце гэта? Да, конечно, это голос мой. Я был в посольстве. Я расскажу маленькую предысторию, как это все получилось. В середине июня месяца 2020 года, перед выборами президента Республики Беларусь, я получил из анонимных источников Комитета госбезопасности информацию о том, что специальная служба СБП, службы безопасности президента, готовит провокацию на случай того, что если после сфальсифицированных выборов будет акция протеста неконтролируемая, будет потеряно управление, тогда будет сделана провокация методом расстрела сотрудников ОМОНа. Данная провокация делалась с условием того, что после этого вводится чрезвычайное положение, и с помощью специального блока, силового блока, огнестрельного оружия, спецсредств и бронетехники будет полностью подавлена акция протеста. С данной информацией я пытался связываться с европейскими СМИ, пытался ее опубликовать, но мне сразу же давали отказ, ссылаясь на то, что это с моей стороны провокация. Последнее, что я сделал, это я обратился к своему близкому другу, у которого были очень хорошие связи с блогерами. Я ему дал данную информацию. Буквально через час он мне позвонил и сказал, что даже блогеры отказали. И даже более сказали то, что с человеком, который дал эту информацию, с ним лучше не общаться, потому что это провокация. Тогда я подумал и решил сделать свой план. Тот план, наверное, который я делал в 2006 году с министром внутренних дел Владимиром Наумовым, с Карпеньковым и там другими кое-какими сотрудниками, которых я еще не публиковал. Я решил, что только посольство Беларуси, где будет предоставлена данная информация, будет тем источником, который доставит данную информацию до того подразделения, которое должно выполнить эту провокацию. Я пошел в посольство, сообщил о том, что у меня есть информация, которая очень важна. Также я сообщил, что она предоставлена немецкой стороне, литовской и, насколько я помню, вроде бы французской или бельгийской. Также я заявил, что я очень сильно не хочу заниматься политикой. То, что я эту информацию предоставлю и для веса, и для того, чтобы они мне поверили, я назвал информацию правдивой, подтвердил данные источники и назвал то, что я хочу за это получить сумму. Я понимал, что в посольстве меня будут записывать, понимал, что мне будет назначена вторая встреча. Та встреча, на которой запись будет сделана 100%. Мне назначили эту встречу, и через буквально пару дней я пришел на вторую встречу. Мне сообщили о том, что готовы меня выслушать. Я первое, что обозначил, это я рассказал о том, что СБП готовит провокацию против мирной акции протеста путем того, что будет расстреляны сотрудники ОМОНа, будет введено чрезвычайное положение, естественно, будет подавлена акция протеста. Далее я рассказал ложную информацию для того, чтобы они, проверив ее, убедились, что я даю информацию неверную и чтобы со мной закончили всякий диалог. Я сообщил, что я и владею информацией о том, что будут совершаться ликвидации бывших кандидатов в президенты Республики Беларусь. Также я предоставил куски записи, отрывки записи Наумова, которая была прослушана, и я поставил ее. Также я назвал смешную сумму
152, от которой, я думаю, что любой здравомыслящий человек будет просто от этого смеяться. Но сотрудник посольства повторил, подошел ко мне и сказал громко: это евро или доллар? Я, естественно, обозначил, что это евро, потому что это было правдоподобно. После этого он сказал, что мне еще будет назначена одна встреча, третья, на которой он даст ответ. Але гаворка Я- шла про миллионы, правда? Про 1,5 миллиона евро, не про тысячи. Я не говорил миллионы или тысячи, я сказал 1,52. То Так. есть я предполагал и понимал, что это миллионы. Я надеюсь, что до них тоже дошло, что это миллионы. Это не евро 52. Я так надеюсь. Когда мне предложили прийти на третью встречу, я уже понимал и был уверен в том, что мне откажут. И мне отказали корректно, сказали, что информация доложена на самый верх. Они не получили еще ответа, но если они ответ получат, они мне сообщат, и мы будем каким-то образом сотрудничать. Самое главное, что я достиг результата. Для меня это очень было важно. Я предотвратил данную провокацию, потому что по моим соображениям и, скажу так, по моим убеждениям, я не хочу это озвучивать, но я очень бы не хотел, чтобы руководство данной службы было причастно к убийствам людей, за которые потом нужно будет нести ответственность. И также хочу сообщить, что мне очень бы хотелось, чтобы МИД Беларуси опубликовал полную запись, ту, которую я полностью выкладывал. Если нужно будет, мы ее возьмем для экспертизы, и после этого мы дадим все комментарии. Также я для подтверждения того, что я был в посольстве и предоставил информацию о готовящейся провокации, я предоставил сотруднику посольства, насколько я помню, 3 фотографии, которые были взяты, и сказано было так, что они их скопируют, отсканируют и оставят у себя для подтверждения того, что я пришел с нормальными благими намерениями. Данные фотографии были отсканированы и отданы мне оригиналы. И последнее, что я хочу сказать, то, что после моего похода в белорусское посольство я также был в посольстве Украины. О моем визите в белорусское посольство знает посольство Украины полностью. О сумме, о том, какую я давал информацию, и также я описал человека из посольства, с которым я встречался. Спадар Ігор, акурат што датычыць Украіны, вы не так даўно адтуль вярнуліся, дзе давалі паказання ў справе Шарамета. Распавядзіце, калі ласка, падрабязней, як гэта было. Ведаю, што былі надзвычайныя захады бяспекі ў адносінах да вас, прадпрынятыя з боку украінскіх праваахоўнікаў, спецслужбаў. Калі ласка. Были после того, когда я опубликовал запись председателя КГБ Зайцева, со мной связались спецслужбы Украины. Была договоренность о том, чтобы я подумал, смогу ли я участвовать в уголовном расследовании дела по убийству Павла Шеремета. Я, не думая, сразу же дал согласие, потому что для меня мой долг и честь расследовать преступления против белорусского гражданина, а Павел Шеремет был гражданином Беларуси. После он получил российское гражданство. Мне потом связались, когда со мной связались сотрудники и предложили дать показания в Литве, но со ссылкой в том, что лучше будет и более эффективно приехать в Украину. Я дал свое согласие, мне была открыта виза. 12 числа я улетел в Украину. Мне была обеспечена государственная охрана. Значит, была охрана 24 часа в сутки. Я участвовал во всех уголовных расследованиях по поводу убийства Павла Шеремета. Были следственные действия. Также я давал показания. Я предоставил много дополнительных фотографий, информации, которая непосредственно указывает конкретно на заказчика данного преступления. Я уверен и убежден в том, что украинская сторона расследует преступление, она укажет на исполнителя, и я уверен, что Генеральная прокуратура укажет конкретно на заказчика преступления. В данном случае я убежден, что будет белорусская спецслужба Комитета госбезопасности.
Ці азначае гэта, што расследаванне справы Шарамецца цалкам будзе павернутае ў бок тых фактаў, якія вы выклалі падчас свайго візіту ў Кіеў, і гэтая справа будзе расследаваная до конца? Конечно, я даже скажу больше, что именно мое заявление о том, что я готов сотрудничать с украинскими спецслужбами, и я заявлял неоднократно то, что я готов предоставить дополнительную информацию, которая укажет на заказчика данного преступления. После этого пошла критика в мой адрес. Были выступления сотрудников «Алмаза», которые со мной работали, которые проходили службу. Были какие-то провокации информационного характера. А когда было уже доказано то, что я предоставил информацию, и я уверен, что белорусским структурам это уже было доложено, то, что украинская сторона конкретно покажет на заказчика преступления, потому что украинская сторона не обращалась в МИД Беларуси. И я думаю, она обращаться не будет, потому что достаточно доказательств, чтобы это доказать. До речі, сьогодні стало відомо, що ось експертиза расійської крыміналістычнай лабараторыі аўдывізуальных документаў пацвердзіла сапраўдны голас Вадзіма Зайцева, тагачаснага старшыні камітэта дзяржаўнай бяспекі, акурат той самы зліў, які вы апублікавалі з 2012 года, калі ён быў запісаны. У меня такое, спадарства, пытанне да ўсіх, і у тым ліку да вас, спадар Ігар, у першую чаргу. У 2016 годзе, калі загінуў Павел Шарамет, у ліпені, ці не было у вас тады нейкага дэжавю, тое, што вы ўжо ведалі пра гэтае забойства, і чаму тады менавіта вы не апублікавалі гэты аўдыёзапіс? Я уже об этом говорил, что, к огромному сожалению, о гибели Павла Шеремета я узнал совсем недавно. Я это заявлял и в Украине. Может быть, я где-то и слышал на слуху, но, повторюсь, к огромному сожалению, я не вникал в то, что происходит. Когда я это узнал конкретно, я слышал только то, что на записи был Олег Алкаев, он тогда был моим другом. Поэтому я повторюсь, что я обратился к американским дипломатам, чтобы спасти его жизнь. То, что я не публиковал запись раньше, я повторюсь то, что говорил всегда, и это моя точка зрения и то, что я сделал только благодаря белорусскому народу. То, что я видел единство, то, что белорусский народ уже готов бороться с диктаторским режимом. Я понял, что нужна моя поддержка. Я понял, что именно сейчас я должен сделать то, что обязан сделать любой гражданин Республики Беларусь. Поэтому я стал на этот путь, и я начал бороться и публиковать все то, что у меня есть, чтобы доказать сущность вот этого данного режима. Спадар Ігар, усе мы, у тым ліку тых, хто сочыць за дзейнасцю Беларускага народнага трыбуналу, чакаюць нейкіх новых расследаванняў, а чаго чакаць нам? Можа, падзеліцеся нейкім анонсам, што цікавага, над чым працуеце зараз? Сейчас мы работаем непосредственно на том, чтобы мировое сообщество увидела и доказала то, что Международный трибунал докажет то, что диктаторский режим Лукашенко является террористическим, то, что такие подразделения, как ОМОН, Алмаз, Губопик, СОБР, они будут подтверждены то, что это являются террористическими организациями. Мы это делаем непосредственно для того, чтобы рассыпался силовой блок, на котором держится весь диктаторский режим Лукашенко. Што ж, вельмі будзем спадзявацца на тое, што гэтае рашэнне сапраўды будзе прынятае, а МАП і Губазік на чале з сумна вядомым спадаром Карпянком, які ўжо зараз займае пасаду намесніка міністра ўнутраных спраў, трапіць у гэтыя спісы. Дзякую вам вялікі за гэтую размову. Ігар Макар, былы баец падраздзялення «Алмаз», палітуцекач, быў з намі на сувязі.